В эфире программа «Новости». Расскажем о главных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Глава Якутии подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе. Борьба с коронавирусом продолжается. На какую дату назначен пересмотр текущей эпидобстановки? В этих условиях начнется учебный год, до которого осталось всего несколько дней. Дети готовятся к торжественной линейке, на которой присутствовать в этом году смогут не все. Какие планы на 1 сентября у Ленского района? А ленские кулибины отличились в конструкторском деле. Свой гений инженерной мысли. Аэролодку «Индигер К-500» они презентовали в столице региона. Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса в Якутии продлили до 18 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона А.С.Н. Николаев. Продление ограничений связано с тем, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится на уровне 0,9 единицы, говорится в сообщении. Количество новых заболевших коронавирусом в Якутии за минувшие сутки составило 43. Из них в столице региона Якутске 20, случаев в Оленёкском и Хангаласском районах по 5, в Мирнинском 3. В Алданском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах по 2 человека. И единичные случаи в Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Татинском районах. Минувший день унес жизни еще 2 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки лаборатории региона провели более 3000 исследований. И по информации министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, их количество в ближайшее время будет увеличено. Это необходимо для того, чтобы в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ отделить заразившихся COVID-19 от тех, кто подхватил сезонное респираторное заболевание, которые имеют схожие симптомы. Основной вклад в это внесет и прививочная кампания. В республику прибыла вся партия вакцины против гриппа. Сейчас ее распределяют по районам. Кроме того, по словам Елены Борисовой, медучреждения региона возвращаются к плановому приему пациентов. Сегодня практически все медицинские организации занимаются диспансеризацией, профилактическими осмотрами, плановыми приемами по предварительной записи. Кроме того, начали функционировать хирургические плановые приемы, тоже также в ограниченном количестве. Например, за неделю в Национальном центре медицины уже проведено 458 операций. Помимо этого, у нас с 1 сентября открывается офтальмологическая плановая помощь, хирургическая. И по районам также плановая помощь хирургическая начинает оказываться, но еще раз подчеркну, только по предварительной записи и в ограниченном приеме для того, чтобы сохранить меры противоэпидемических различных мероприятий. В Минздраве России заявили, что вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной. Ранее ведомство сообщало, что медработники и учителя станут первыми, кому сделают прививки от инфекции. Пояснение было дано после обращения члена Госдумы к Минздраву и Минпросвещения с просьбой уточнения, является ли для первой группы лиц вакцинация обязательной и может ли отказ от нее служить основанием для увольнения. В Минздраве России, в свою очередь, пояснили, что прививаются сотрудники образования добровольно. Между тем, исследовательский центр «Вектор» сделал забор анализов у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Результаты показали, что у всех присутствуют антитела от коронавируса, и при этом у добровольцев не было серьезных нежелательных явлений. Об этом заявила заведующая лабораторией центра Светлана Усова. Пока говорить об иммуногенности рано, потому что только 4 человека были привиты второй раз вакциной через 21 день после первого. Но получили результаты по 4 добровольцам. Были выявлены антитела, сказала она. Также Усова отметила, что у добровольцев не было серьезных нежелательных явлений, осложнений со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой системы и повышения температуры. Формы обучения в образовательных организациях Якутии будут напрямую зависеть от количества проживающих в конкретном населенном пункте. Если в городе, поселке или селе численность свыше 5000 человек, в том числе и в городе Якутске, очно будут учиться школьники с 1 по 4 классы. Занятия будут проходить традиционно, без разделения классов на подгруппы. При этом в 3 и 4 классах допускается обучение в смешанном формате. Для 9 и 11 классов обучение будет очным по основным предметам, по остальным в смешанном. Для 5, 6, 7, 8 и 10 классов преимущественно с применением дистанционного электронного обучения. Отмечается, что главы муниципальных районов и городских округов будут самостоятельно принимать решения об организации образовательного процесса с учетом условий и эпидемиологической ситуации.
Завершающая четверть прошлого учебного года прошла в онлайн для всех без исключения. Как ребята и их родители, так и педагоги не раз признавались, что это стало довольно суровым испытанием. И вот летняя передышка на исходе. К чему готовиться теперь, выясняла Марина Крутихина. Вот в таких бантиках с розочками я пойду на 1 сентября. Милена готовится к своей первой школьной линейке. Для этого уже все купили, от одежды до канцелярии. Но как будет дальше продвигаться учебный процесс, родители пока могут только догадываться. Я надеюсь, что линейка все-таки будет на свежем воздухе, в сборе всех, так как у нас не только первоклассница, и 7 класс. Для Милены ее первый день знаний будет не совсем традиционным. По указу главы республики Айсена Николаева в Якутии на линейку придут только первоклашки. Однако по решению оперштаба Ленского района к участию в торжестве подключатся и 11-классники. Это касается всех школ города Ленска, поселков Витим и Пеледуй. Это будут графики, отдельные графики для первых 11 классов, соблюдение дистанции, масочного режима, отдельная зона для родителей. Что мы можем делать? Сейчас условия такие, пандемии, поэтому мы привыкаем работать в новых условиях. Школы начнут учебный год 2 сентября в очной форме, но режим работы изменится. Если сельские школы приступят к учебе в прежнем формате, то все городские учебные заведения перейдут на двухсменный режим. Школы, где и ранее была 2-я смена, увеличат количество классов, которые будут учиться с 14:00 часов. Такое решение застало многих родителей врасплох. У кого есть дети, знают, август – самый беспощадный месяц к родительскому кошельку. Но в магазинах, канцелярских товарах ажиотажа пока нет. Продавцы отмечают большую разницу с прошлыми годами. Мы почувствовали небольшую разницу. Родители не торопятся собирать детей в школу. Говорят, что зачем собирать ребенка, если он будет учиться дома, онлайн. И вся канцелярия еще осталась с прошлого года. Онлайн-обучение могло оставить все это пылиться на полках, ведь дома можно писать и в одной тетради, не снимая пижамы. После объявления о том, что школы начнут обучение в традиционном формате, стало понятно, что родителям не избежать как минимум одного большого похода в магазин. Марина Крутихина, Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Сегодня актуальную сводку по пожарам предоставили в региональном управлении МЧС. Итак, за сутки удалось сократить площадь горения почти на 8000 гектаров. Сложная обстановка, тем не менее, сохраняется на территориях Мирнинского и Тампонского районов, где зарегистрировано 16 очагов. В свою очередь, авиалесоохрана рапортовала о ликвидации 7 пожаров за сутки и появлении 11 новых. Площадь, пройденная огнем на сегодня, составляет 45,5 тысяч гектаров, активного горения менее 70 гектаров. Спасский собор в городе Алекминске сегодня отмечает свое 150-летие. Каменная церковь была построена в 1870 году и всего через 13 лет переименована в собор. За свои годы он прошел через многое. В начале 20 века был разрушен, а в конце того же 20-го полностью уничтожен пожаром. Лишь в 2004-м начали восстановление, которое продлилось год. А сегодня собор отмечает круглую дату уже после капитального ремонта, в ходе которого обновили не только внутреннее убранство, но и придворовую территорию. Хочу поздравить наших прихожан в первую очередь, ну и всех жителей Алекминского района с таким знаменательной датой, как 150 лет каменной церкви. Событие значительное не только в рамках района, но и по всей республике. В Якутии появился новый бренд. Аэролодку «Индигирка 500» представили в столице. Презентацию провели ее создатели, уроженцы из Ленска. А производить суда будут на базе технопарка «Якутия». С гением инженерной мысли ленских кулибиных ознакомилась Полина Долинская. Рулевые тяги, то есть это вот отличительно от других лодок. Ни в одной лодке не используются рулевые тяги. Это вот именно вот это из самолета пришло. Штурвал вместо руля, двигатель автомобиля ВАЗ-21-126, авиационные автоматы защиты, как у самолета Ту-154. И все это – комплектация новой аэролодки «Индигирка». При объеме двигателя 1,5 литра лодка может развивать скорость почти до 100 км в час, а для заправки необходим 92-й бензин. По многим характеристикам «Индигирка» не имеет аналогов в мире. Уникальный по своим техническим характеристикам аэролодки собрала группа конструкторов в Ленском районе Якутии на базе технопарка «Якутия».
Вот у этой модели предшественников нету. То есть тяжело, конечно, не хочется обижать конкурентов, все ребята молодцы, все стараются, но мы именно как бы и старались все недостатки эти собрать в кучу и устранить эти недостатки. И мы сделали принципиально другую конструкцию. То есть здесь другие материалы, другой подход, здесь больше подход к авиационный, самолетный. Поэтому применены стали, АМГ, проводка авиационная, автоматы защиты Ту-154 авиационные. То есть тут больше авиационный подход. От идеи до проекта, от чертежа до экспериментального образца. Буквально за пару лет конструкторам и инженерам удалось воплотить этот уникальный, а самое главное, актуальный для нашей республики проект. Во-первых, это уникальный проект в части конструкторской мысли. Я поясню, о чем говорю. Да, то есть у нас в Якутии достаточно сложно найти конструкторов такого уровня. А здесь воплотилась в одном проекте именно конструкторская мысль, инженерная мысль. И самое главное, что всю конструкторскую документацию они создали сами. Прошли путь от создания опытного образца и до уже, можно сказать, предсерийного образца. То есть они весь цикл, производственный цикл, можно сказать, прошли от и до. И еще я хочу заметить, что данный проект – это полностью изготовление на месте. То есть здесь есть детали, естественно, то есть какие-то детали, которые они не могут произвести, тот же двигатель. Но все остальное – это полностью их производство. Начиная от баллона и заканчивая последними винтами. Аэролодка «Индигирка» не зависит от навигации. Она всесезонная. Также она более маневренная, очень хорошо ходит по торосам и может взять любой угол. И расход топлива здесь меньше, чем, например, у судна на воздушной подушке. Конструкторы надеются, что смогут начать серийное производство этих аэролодок. В первую очередь их планирует предложить МЧС Российской Федерации. Мы видим очень качественный продукт, который будет, безусловно, востребован на территории не только нашей республики, но и других регионов. Мы видим перспективность с точки зрения спасательного, как спасательный транспорт, да, его использовать. Можем видеть перспективность с точки зрения организации туристических каких-то выездов. То есть мы, безусловно, будем доводить информацию о данном проекте до туркомпаний, туроператоров. Физические лица для выездов на охоту, на рыбалку, на отдых, безусловно, тоже могут пользоваться данной разработкой, ну и компании для каких-то своих производственных целей. Аэролодка «Индигирка» – новый бренд нашей республики. Она ходит по воде, льду, снегу и болотистой местности. В Якутии подобные лодки собрали впервые. Как говорит руководитель данного проекта, как только разрешат серийное производство, то основное предприятие по производству лодок будет находиться на территории Ленского района. А в Якутске будет открыт дополнительный филиал. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.